Ё-моё, давай, едь. И главное, доехал, и вон опять загорелась лампочка, проверь двигатель. Не знаю, куда эта дорога поднимается. Сегодня хочу показать, чем я занимаюсь. Обычно будни. И я сегодня занят уборкой территории. Спилил я зимой дрова 20 кубов. И вот опилки, вот мусор. Это все надо загрузить на кузов и отвезти на свалку. Я уже немножко поработал тут. И здесь у меня УАЗик. УАЗик уже полкузова набит опилками. И спилил 20 кубов. И смотрите, сколько тут мусора. У меня в доме 3 печки. И каждый день приходится всю зиму топить. И у меня в этом году ушло, наверное, где-то 10 кубов, больше 10 кубов дров. И я в этом году купил 2 пачки 20 кубов. И 20 кубов у меня где-то вот сарай. Больше 10 кубов, наверное, влезло туда. И еще немножко, вот 3 поленницы тут. Не знаю, сколько там кубов вместилось. Да, и, наверное, еще помогают мне соседи. Некоторые крадут вообще дрова. Их, конечно, за руки не поймаешь, но многие соседи жалуются, что вот кто пьющие соседи, они дрова не заготавливают, а по пути они по несколько полен всякого уносят. И всю зиму так они топят чужими дровами. Ну, еще немножко будем грузить и... Ну, как немножко? Что влезет? Одним рейсом даже, наверное, не могу отвезти. Столько мусора тут. Еще тут немножко дрова остались. Это тоже в поленницу надо. Ну, сюда не влезло. И куда-то, наверное, в той стороне куда-нибудь складывать еще. Вон там тоже дрова лежат. Также уже скоро придется заняться огородом. И вот счастье привалило деревенское, это навоз. Я вчера на втором канале смотрел, как там богатые бесятся, там какие-то миллионы не могут поделить, а наше счастье это вон привезли навоз, и мы рады. Что еще для счастья надо? Телегу навоза и работы, чтобы людям было. Много работы еще. Впереди у нас парник еще надо заделать. Там парник недоделанный. Пленка вот такая армированная пленка выдерживает несколько лет. И еще вот крышу надо заделать. Крышу доделать. И будем ждать потепления, погода может наладиться. Будем сеять, пахать, сеять. Все, загрузим мусор и съездим до нашей свалки. Смотрим, как там на свалке.
Все вроде шло нормально. Работа шла, и вон как погода поменялась. Вот как льет. Такая погода переменчивая. Сегодня 26 мая. 26 мая. И такая туча, думал, гром будет, а нет, как-то основная туча там в стороне прошла. И сзади дома там, в общем, ну не знаю, сколько будет идти дождь. Сейчас попьем чай, передохнем и дальше будем грузить. Кто-то сигналит. Где он? Уже там вдали. Еще черемуха ничего не цветет. В принципе, в это время уже последний звонок должно все цвести. Там черемуха и листья уже зеленые на каждом дереве. А вон как. Каждую ночь еще заморозки у нас. Вот так поливает. Вот такая погода. 26 мая. Подождем, может, перестанет. И между прочим, скворцы живы, продержались. Такие морозы были, птенцы так. Сейчас слышно, как они там, когда прилетает скворец, там они, звук их не, вон, опять улетело. В другой раз я их еще поснимаю. Все, ждем солнца. Я уже возле свалки, уже заезжаю на свалку, не знаю, застрянем, нет там. И, блин, главное, чтобы не поймать гвоздь. Там этих гвоздей здесь, бутылок, знаете, сколько тут. Бульдозером все подровняли, вроде нормально. Но все равно опасно тут ездить на машине, конечно. Что-то там, кто-то сжег, костер горит. Не знаю, где-то, наверное, здесь и развернемся. Вот тут-то. И главное, доехал, и вон опять загорелась лампочка, проверь двигатель. Не знаю, заглушить двигатель или нет. Так-то, в принципе, работает, как часы, но какая-то ошибка опять пошла. Может, там датчик холостого хода, или я не знаю, блин. Опять что-то. Опять эта лампочка тревожит меня. Ну, вот такая свалка возле Нишеры нашей. Все чисто. Бывают там и такие горы, но все подровняли тут. Интересно всегда. На свалке что-нибудь да можно найти. Кто-то привозит, кто-то увозит. Много железяк сейчас можно увидеть тут. Одно время многие сдавали
доставали металлолом, и ни одного металла не увидишь. А сейчас как-то так. Где бы выгрузиться, наверное, вот здесь разворот сделаем, и там и будем выгружаться. Целый день не прекращался дождь. Вот сейчас вечер уже. Вечер, и все проясняется. Все прояснилось вообще. Светло солнце вышло. И я, когда дома был, вон такая гора уже тут получилась. Ну да. Чего нормально. Вот сюда они бульдозером все равняли. И где-то высота, наверное, уже 3 метра, не меньше. Вот так выглядит свалка. И вот когда дождь шел там, целый день. И 2 раза гром был. И это опять такой знак, что будут морозы, наверное. Погода поменяется, это 100%. Я ничего интересного здесь не увидел. Иногда бывает там всякие всячины там выбрасывают. И некоторые вещи, даже нужные вещи, можно найти здесь. У меня целый кузов тоже тут опилок и всякой хрени. Все, разворачиваемся тут. И, наверное, все-таки заглушим. Надо испытать. Вот, блин, все время там горит и все. Лампочка. Все равно опасно тут ездить. Этих гвоздей, блин. Макеры тут. Пробуксовкой как-то. Ехали вроде. Ага. Ништяк. Ну да, вон туда заедем и задом дадим. И там и выгрузимся. Сколько гвоздей тут? Немерено. Опасно тут ездить вообще. Ни одно колесо уже тут прокололи. Немножко зад дадим. Вроде нормально все. Здесь и выгрузим. Но да, здесь выгрузим. Вот тут. Хотел еще я в лес на прогулку сходить. Не знаю. Сегодня получится, нет. Вон. Полный кузов вообще. У меня тут всякой всячины. Вот такие сельские будни. Вкратце показал. Вот так. Привезли на свалку. Такой мусор. Все-таки, наверное, я заглушу двигатель и сходим в тайгу все-таки. Выключится. Вот сейчас я ключ поверну, и, наверное, все-таки он будет гореть. Вон, все, пиздец. Это какой-то датчик, и сейчас вряд ли, наверное, вообще не заведется. Видели? Этот инжектор, блин, заколебал точно нам. Это опять, наверное, датчик охлаждения или датчик холостого оборота. Не холостого оборота, а датчик температуры, наверное, все-таки. Вон, смотри, летит кто-то. Это те, которые церковь нам строят. Так, да, в лес зайти посмотреть тайгу. Запах тайги уже хочется. Смотрите на свалке, возле свалки такая морда рыбацкая, вот. Ну, наверное, мордой называют, если правильно. И рыба тут заходит и обратно уже оттуда не выходит. И здесь перегородка такая. Здесь вот перегородку делаю, чтобы по течению он заходил, и против течения как-то все хитро сделано.
этим я тоже, таким вещам тоже рыбачил раньше, пользовался. Сейчас я ленивый стал. Все время времени как-то не хватает. Блин. Смотрите. Это, наверное, ворон. Там, блин, вороны, лисы вот сюда таскают эти пакеты мусора вообще. Но самое главное, вон, смотрите. Так, даже листьев еще у черники ничего нету. Ничего пока нету, вон, смотрите. Ради этого я и зашел в лес посмотреть, как там с ягодами. Сейчас может неожиданно медведь выйти здесь. Сейчас на днях еще в Нивширы выходил один бурый. Может возле свалки тоже он крутится где-то. А куда деваться? Куда им деваться? Угу. Да, все еще. Ничего еще нет. Даже листьев нету. Дорога куда-то ведет. Не знаю, куда эта дорога поднимается. Вон прямо так идет и идет. Я по этой дороге, конечно, не ходил никуда. Но она, когда ягоды собирают, люди вот здесь и ходят. Может быть. Там вообще лужа. И, наверное, действительно не будем шутить. Там, блядь, далеко пойдешь, там может действительно медведь где-то в засаде сидит или еще. Но ясно уже, все понятно, что пока ничего не цветет. В это время уже все цветет. А сейчас пока черника, даже листьев нету у черники. Вон сколько мусора. Это вороны, блин. Вон клюют как. Из-под майонеза там. Все расклевали тут. Они жрут эти пачки, коробки, все. Они легкие, они клювом берут и летят с ним все. С этим мусором вообще. Не знаю, как в этом году вообще что-то будет или не будет. Ягоды. И еще дальше там погода вообще хреновая. Блин, даже листьев пока нету. Ёб твою мать. Что за фигня в этом году? Угу. Елки такие. Елки. В принципе, это елка уже. Ну вот с этими сучьями на материал, если весло или лыжи, можно сделать тоже. Ух. Нифига в этом году не цветет. Это дело рук крестов. Кресты перекусили тут. Ну, муравейник. Все отдыхает. Никого еще нету. 26 мая. Холодно бедолагам тоже. Вон. Проснулись. Несколько штук. Солнца всем не хватает солнца. Ну да. Ладно, сейчас выгрузим, да. Обратно поедем. Может еще на речку заедем. Там лодку надо посмотреть. Вода прибывала, я там лодку обратно переворачивал. Вон листьев, ничего нету пока. Не знаю, когда картошку сажать в этом году. Только мусора тоже тут. Ну, я там вот, где вот... О, блин. Дым идет, где костер. Я вон там чуть дальше был. Там высота больше уже 3 метров вон. Больше, наверное, уже 4 метра там высотой. Бульдозер равнял там все. Туда толкал.
Угу. Ладушки. После зимы там много чего можно было, конечно, найти. Там некоторые вот приходят именно вот что-то ищут там. Даже некоторые вещи, годные вещи, некоторые выкидывают. Все выбрасывают, кому что не нужно. Опа. Опа. Ну ладно, будем выгружать. Где-то примерно, наверное, когда я дрова сам делаю, и сюда влезает где-то 2 кубометра дров. Ну, сырые дрова, конечно, вот где-то вот так загрузишь. Вот так. Больше амортизаторов, ну, рессоры потом гнутся. И считай, здесь я целый кузов привез. И там еще дома осталось, наверное, где-то только же еще. Считай, где-то куб-полтора, это опилки. Можно, если скажем, взять пакет и пакет переложить, такие пакеты, целое полено, можно сказать, получается в одном пакете. А мы привозим, выкидываем. А потом люди покупают эти брикеты в магазинах. И запилки вот такие, уже за деньги. Считай, мы эти деньги выкидываем на свалку. А хотя можно там печку растопил там, и уже когда баню, скажем, или же мастерском, там печка, можно этими брикетами самодельными в пакетах, опилками добавлять, и чтобы, добавлять, чтобы печка дольше горела, там и жар давала, конечно, тоже. Вот, чистые дрова, вон опилки. 20 кубов спилил и столько опилок получается. В одном из видео я уже рассказывал про этот датчик. Вон мы видим его. Вон он, красавчик. Вот этот датчик мозги ебет у меня. Надо вот перед тем, как завести, перезагрузить. Ну, как перезагрузить? Я просто вытащу этот колпачок и обратно ставлю. Иногда бывает помогает. А может и вообще надо поменять. Ой, блин. Поменять этот датчик, черту на. Новый датчика. Вон как. Я вытащил штекер. И обратно сейчас поставил на место. Все. Сейчас вроде как, в принципе, должно завести все. Может, какая-то перезагрузка там все равно идет. И я осенью, или когда это дело уже? Осенью, да, осенью этот датчик менял в городе. Ой, блин, СТО, подорожник, наверное, хвалил как мог. А, к сожалению, там нифига они не сделали. Не сделали, датчик поменяли, а основную причину так и не нашли. И если есть кто из подписчиков из Сыктывкара, может кто-то знает, где ремонтируют, диагностика, ремонт двигателя этих датчиков, может прошить этот датчик, вообще он не нужен, зачем он? Напишите в комментариях, где вот нормальные СТО по УАЗикам. Овен, я знаю, вот подорожник заезжал. Ну, все они как-то деньги берут, а ремонт мне не нравится, как они ремонтируют. В основном, я в Овене тоже там кучу денег оставлял, а ремонт так особо не делают. Так, ну что, попробуем завести сейчас. Его закроем, блин, тут. Может заведется. Надо домой возвращаться, блин.
с прошлой осени вот начало что-то. О, выключилось. Глянем. А видели? Под перезагрузку. О, блин. Это я сцепление отпустил. Там мой косяк. На скорости, оказывается, было. О. С прошлой осени мозги ебет, и все. Ну все, нормально работает. Вот как-то колпачок я вытащу. Перезагрузка какая-то, она все равно идет. И датчик охлаждения, наверное. Ну что, все нормально работает, как и должно работать. Сейчас еще закрыть. Вон столько мусора мы привезли. В принципе, не очень и много. УАЗик, там борт не очень большой, но все равно мусор еще уберем и обратно поедем. Наверное, может еще к речке съездим и лодку еще посмотрим. Так что оставайтесь на канале, едем к речке. Так. Походу сейчас пока ходим, погода не позволяет, да и работы дома много. Пока дома сидим. Вот, сегодня все, сейчас поедем обратно. Вот еще машина подъехала. Он тоже не боится. В самое пекло заехал. Гвозди. Гвоздей тут хватает. Не знаю, кто там шофер. Ладно, не будем мешать. Поедем. Пусть уже не останавливается, разворачивается там. Он без передка может и застрять. Вон, смотри, у меня тоже без передка не едет. Сам и застрянет тут. А, пробуксует. Ё-моё, давай, едь. Все, блядь, забуксуем тут. Сейчас передок, наверное, все так и включить надо. Этот УАЗик, блин, без передка, пиздец, мне вообще не едет. Но с передком это танк. Целый день шел дождь, вон как. Все испортилось, дорога. Вот она, речка, вода уже падает. Все заморозки будут, вообще упадет. Там весенняя охота, я там проходил не раз. Там трактора наготове, КамАЗ, будут мост делать это. Хотел еще съездить, здесь брод надо ехать и не знаю, как там яма, глубина какая, лучше не буду рисковать, я туда не полезу. Не знаю там какое дно вообще. Лучше я с дома схожу пешком, посмотрю лодку. Вода упала, вода падает, и уже перевернул свою лодку. Где-то, наверное, сантиметров 40, наверное, сейчас вода упала. Вода начинала прибывать, я лодку переворачивал, и сейчас уже обратно перевернул. Вот здесь тоже вон лодки. И уже не знаю, что вот вода упала, вот лодка вот с моторкой на берегу уже. Ну, как будто хозяев нету. Все оставили. Несколько стай уток уже видел. Утки летают. Вообще вечер такой приятный.
Ветер приятный, воздух свежий, ветер стих и чуть-чуть потеплело. Ночью, наверное, будут заморозки, потому что безоблачно. Кукушки вон кукуют. Потихоньку лето идет, но слышу, утки где-то взлетели. На том берегу две кряквы сидят. Может, больше их там. На этом, наверное, видео буду заканчивать. Съездили на свалку, были возле реки. На этом все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми. И вон лодка едет. Не знаю, кто там. Так и не понял, кто это. Не узнал вообще. Не узнал.